комментарии под трансляциями, которые мы ведем в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, сегодня мы поговорим о картографическом скандале вокруг видного российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Сам политик участвует в этой истории, с одной стороны, достаточно косвенно, так он находится в колонии и выбирать карты для публикации на сайте, разумеется, не может. С другой стороны, за Алексеем Навальным тянется история неоднозначных высказываний о Крыме, и высказывания эти воспринимаются тяжело не только обществом украинским, которое очень волнует судьба Крыма, но и вызывает споры в российском обществе. Вот об этом будет у нас сегодня разговор. Для полноты понимания происходящего немного информации о том, что сейчас происходит с Алексеем Навальным. Мы рассказывали вам, как, восстановившись после покушения на убийство, Алексея Навального отравили, российский оппозиционер вернулся в Россию, после чего сразу же был арестован и отправлен отбывать реальный срок по старому делу Ивраше, по которому ранее получил условное наказание. Сейчас Алексей Навальный содержится в исправительной колонии номер 2 города Покров. Как сообщает сам оппозиционер, в его деле есть отметка «склонен к побегу», что ухудшает и так чудовищные условия содержания там. Так, по ночам Навального будет каждый час для сверки в рамках спецучета. Политик сообщает о том, что за время его заключения у него начались боли в спине, частично потеряла чувствительность нога. Вся медицинская помощь заключенному сводится к 2 таблеткам ибупрофена в день. Как рассказал сам Алексей Навальный представителям ОНК, посетившим его в колонии, по мельчайшим и надуманным нарушениям на него уже составлено 6 рапортов. За 2 недели это может обернуться переводом в ШИЗО. Сторонники Алексея Навального этой весной собираются выйти на акции протеста по всей России. Протестную активность фиксирует сайт «Свободу Навальному», где размещена интерактивная карта. Каждый, кто собирается принять участие в этих акциях протеста, может заявить об этом, поставив точку на карте. Сейчас этих точек там свыше 360 тысяч. Вот как их только наберется 500 тысяч, в штабе политика назовут дату протестного митинга. Но есть, как говорится, одно «но». На этой карте штаба Навального, вот я попрошу сейчас ее показать для тех, кто смотрит нашу трансляцию на Facebook и YouTube, на этой карте Крым указан в границах Российской Федерации, что может расцениваться как посягательство на территориальную целостность Украины и идет вразрез с консолидированной позицией международного сообщества. На эту ситуацию обратил внимание глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он же пытался как-то прокоммуницировать с штабом Алексея Навального. Вот здесь я должен сказать, что мы пытались связаться со штабом Алексея Навального, приглашали принять участие в нашем эфире, однако ответов на наше приглашение мы не получили. Будем ждать и опубликуем позицию этой политсилы по данному вопросу, как только она будет нам предоставлена. Сегодня, к сожалению, ни Леонид Волков, ни другие представители штаба Алексея Навального не принимают участие в нашем эфире. С нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите подробнее об этой ситуации. И у нас есть только возможность с ваших слов узнать об аргументации, да, почему карта указана именно в этом варианте на сайте «Свободу Навальному», и что говорят представители штаба Навального, да, в ответ на просьбы ошибку исправить. Но я, как и вы, сейчас вот показали карту, когда увидел включение территории Крымского полуострова, вот картографическое изображение и в рамках границ Российской Федерации, разумеется, я этому возмутился и написал через мессенджер Леониду Волкову. Он ответил, так получилось, мы с ним не знакомы, но он достаточно быстро ответил. И мы с ним переговорили по мессенджеру. Разумеется, у меня не было ожидания такого, что он сразу пойдет навстречу. Я представлял себе практически аргументы, которые я и услышал. А сказано было такое, что вы понимаете, разумеется, мы знаем, что Крым... как он сказал, аннексирован, я поправил, что Крым оккупирован, и идет попытка аннексии, но сказать об этом напрямую они не могут, потому что теперь в российском законодательстве есть нормы, которые за утверждение, что Крым не является российским, грозят наказанием уголовным. Ну, другие мои аргументы, в общем-то, все равно находили такое же самое с их стороны, с его стороны Волкова оправдание.
И в итоге я решил эту историю сделать публичным, без детализации нашего разговора. Я его об этом честно предупредил и написал небольшой пост в Фейсбуке. Я не ожидал, что он получит такой резонанс, и прежде всего в России, и в том числе вот в среде российской оппозиции, если считать, что таковая оппозиция, то есть в России существует оппозиция Путину. Я в начале нашего эфира говорил о том, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, и вот, да, наверное, оппоненты ваши могут возразить, что, ну, сейчас не стоит разбираться из-за того, да, какой редакции карты публикуется на сайте оппозиционного политика. Он сейчас находится в колонии, находится в ужасных условиях, и речь идет прежде всего о том, что необходимо Алексея Навального освобождать. Вот как вы думаете, да, вопрос Крыма, насколько он здесь важен, насколько важна позиция Алексея Навального, разъяснить ее все-таки, да, по отношению к статусу Крымского полуострова? Разумеется, такого рода аргументы звучали уже в обсуждении вот моего сообщения о том, что представители штаба Навального, в общем-то, не хотят привести в соответствие с международным правом территорию и Российской Федерации, и Украины. То есть они отказываются вывести изображение Крымский полуостров из границ Российской Федерации. Такие соображения о том, что не нашел бы ты, Рифат Чубаров, вот другое, более удачное время, когда Навальный в тюрьме, почему надо помогать Путину расправляться с Навальным. Подобного рода аргументы, в общем-то, в мой адрес они звучали. Но я, когда писал пост, я предполагал, что такие спекуляции будут. И поэтому, в общем-то, вот в моем посте там была одна мысль, ради которой, собственно, я его и написал. И оно было сформулировано вот таким образом. Если хотите справедливости в своем доме, перестаньте мародерствовать в чужом доме. Вот мало кто из российской оппозиции обратил на это внимание, вернее, они на это как раз и обратили внимание. И это, в общем-то, их очень сильно и достает, и они уходят от ответа на этот вопрос, потому что надо честно признать, что значительная часть российской оппозиции, видите, я сказал значительная часть российской оппозиции, хотя по большому счету, вот кроме движения Навального сейчас иной такой конструированной оппозиции в Крыму, в России, извините, в России незаметно, но и это движение Навального, оно пытается, в принципе, как и Путин, против которого они выступают, это движение Навального пытается использовать крымскую тему сознательно ради привлечения симпатий российских граждан. И это печально. Я уже говорил о том, что на данный момент на вот этой карте протестной активности поставлено порядка 360 точек, более чем 360 человек, 360 тысяч человек таким образом заявили о своем намерении участвовать в протестных акциях, и более 2000, если я не ошибаюсь, порядка 2000 точек было поставлено на территории Крымского полуострова. Рифат Ага, ваше мнение по поводу того, выйдет ли вот такое количество людей, которые уже заявились на эти акции протеста в Крыму? Но Волков мне тоже пытался сказать о том, что вот при последних акциях протеста, организованных штабом Навального, речь идет тогда, когда как раз и происходили суды над Навальным, прежде чем его приговорить к лишению свободы, мол, в Крыму были очень многолюдные митинги, на что я засмеялся и сказал, ну, если вы считаете, когда несколько человек выходит на площадь оккупированного Крыма и в окружении сотен полицейских и зевак, вы считаете это многолюдными митингами, тогда я понимаю, что вы просто
но не знаете о том, что происходит в оккупированном Крыму. Да, они и среди участников, симпатиков Навального были такие аргументы, я читал их в комментариях о том, что, мол, ну смиритесь с тем, что такое изображение, картографическое изображение вместе с Крымом, потому что, мол, важнее сейчас объединить всех, кто выступает против Путина, чем вести спор в отношении того, как изображен Крым вот в этой интерактивной карте. Но мы-то с вами знаем, что среди сторонников Навального есть подавляющее количество людей, которые в отношении Крыма они поддерживают одновременно и Путина. То есть они считают, что Крым является частью территории Российской Федерации. Ну, как мы видим, вопрос Крыма, несмотря на то, что Алексей Навальный пытался обозначить свое отношение к этому вопросу, в таких обтекаемых тонах, много раз мы публиковали его высказывания относительно Крымского полуострова и касательно бутерброда, всем известного высказывания и так далее. Хотелось бы спросить ваше мнение, почему российскую оппозицию этот крымский вопрос, он преследует постоянно и часто вылазит в самые такие критические моменты, например, как сейчас, когда Алексей Навальный находится в колонии? Во-первых, это очень длительное воспитание Москвой подавляющего большинства граждан Российской Федерации и, прежде всего, этнических русских, простите, но это на самом деле так, в духе имперскости. И многие граждане России, понимая, и даже часть из них признают публично о том, что Крым, вопреки международному праву, захвачен, тем не менее они считают, что Россия на это имела право, и в этом есть главная проблема российского общества, которое не осознает, что главной причиной внутреннего авторитаризма в стране, главной причиной тоталитарности в управлении российским обществом есть, собственно, стремление нынешнего российского государства таких имперских агрессий, имперских устремлений по отношению к своим соседям. Обыватель российский сегодня пока еще не способен увидеть прямую связь между агрессией Москвы против Тбилиси, против Киева, между захватом России Крыма и той диктатурой, которая просто растет в Крыму, растет в России. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Продолжаем мы наш разговор. Напомню, что говорим мы сегодня о скандале вокруг карты, которая была опубликована на сайте «Свободу» Навальному. Это карта протестной активности, на которой обозначена граница Российской Федерации, и в нее включен Крымский полуостров. Еще раз напомню, что мы пытались связаться с представителями сети штабов Алексея Навального, с Леонидом Волковым, однако ответов на наши приглашения не получили. Мы их ждем по-прежнему. Все наши приглашения остаются в силе, как принять участие, так и просто обозначить свою позицию. И как только она нам будет предоставлена, мы обязательно ознакомим с ней нашу аудиторию, как радио Крым Реалии, так и сайта Крым Реалии. Далее мы поговорим о правоприменительной практике в России. Мы знаем, что с 2014 года в России ужесточается законодательство и ответственность за так называемый сепаратизм.
сепаратизм, поговорим о том, привлекали ли кого-то к ответственности за публикации карты России без Крыма, но вот один такой кейс мы уже можем, наверное, показать. Дело в том, что команда Навального уже опубликовала карту России без Крыма. Было это сделано не так давно, случайно или намеренно. Мы не можем сказать, потому что, опять же, да, мы не можем задать вопросы в этом в эфире представителям штаба Навального, но вот вашему вниманию стоп-кадр из известного уже фильма о так называемом дворце Владимира Путина в Геленджике. В кадре Алексей Навальный, оформлен кадр с использованием карты России, Крыма на ней нет. А каких-либо претензий силовиков, вот конкретно к этой карте, к этой публикации в публичной плоскости информации не было. Вот об этом мы далее поговорим. С нами на связи Николай Полозов, российский адвокат. Николай, доброе утро. Здравствуйте. Итак, мы много раз в наших эфирах говорили, да, о том, как в Крыму могут преследовать людей, да, за их позицию по территориальной принадлежности Крыма. Давайте поговорим о том, что происходит в России. Вот видим мы ситуацию, когда граждане России, оппозиционеры, да, представители штаба Алексея Навального публикуют карту, на которой Крым указан в границах Российской Федерации. Говорят, что исправить эту ошибку невозможно. По вашему мнению, насколько действительно неотвратимым может быть наказание за публикации карты вот так в международно признанных границ России, да, без Крымского полуострова? Ну, здесь важно понимать, что на самом деле на текущий момент какой-либо уголовной ответственности за публикацию карты Российской Федерации без оккупированного Крыма не существует. Дело в том, что вот эта пресловутая статья 280 прим, на которую ссылаются в том числе сторонники Леонида Волгова и Алексея Навального, а именно публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, она в декабре прошлого года была частично декриминализирована. Вместо нее приняли административную статью 20.3.2, которая предусматривает за призывы штраф для физлиц от 30 до 60 тысяч рублей, если с использованием СМИ или интернета происходят эти призывы, от 70 до 100 тысяч рублей. Причем важно понимать, что призыв – это всегда вербальное действие, то есть это либо устная речь, либо письменная, в которой содержатся определенные, скажем так, побуждения к конкретным действиям. А само по себе публикация карты это не является призывом. Есть статья в административном кодексе, в кодексе административных правонарушений Российской Федерации, статья 19.10, нарушение законодательства о наименованиях географических объектов. Когда неправильно пишут название городов, например, там вместо Санкт-Петербург пишут какое-то другое название, коверкуют как-то. И даже была практика по этой статье, привлекали издательство, директора одного из издательств, который напечатал неправильное название. Но, во-первых, штраф за нее составляет от 2 до 3 тысяч рублей, а во-вторых, ответственность налагается только на должностных лиц, то есть физические лица под эту статью не подпадают. Вместе с тем важно отметить, что с декриминализацией статьи 280 прим появилась статья 280.2, это нарушение территориальной целостности Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за отчуждение части территории и иные действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации госграницы России и направленные на нарушение территориальной целостности. Опять-таки, по этой статье никакой практики нет, и отчуждение части территории, оно может происходить не виртуально, а только, что называется, в натуре, то есть отчуждение должно измеряться какими-то территориальными единицами, будь то квадратными километрами, метрами, сантиметрами и так далее. Поэтому разговор о том, что за публикацию карты без России, без Крыма на оппозиционеров может быть наложена какая-то ответственность, он является, конечно же, несерьезным и несостоятельным. Другой вопрос, что называется, по беспределу могут привлекать, но здесь какая разница тогда, карта или не карта, по большому счету. Напоминаю, что беседуем мы с Николаем Полозовым, российским адвокатом. Николай, то есть, по вашему мнению, да, вот даже в целях перестраховки, вот публикация таких карт, да, она может не сработать?
Но на текущий момент законных оснований для привлечения к ответственности вот за публикацию карты России без Крыма, без Калининградской области, без Москвы, без Республики Якутия, без любых регионов, которые Россия считает составной частью, субъектами своей страны, никакой ответственности не предусмотрено. Поэтому здесь в позиции Леонида Волкова есть определенное лукавство. Тем более, что, ну давайте будем честными, Леонид Волков не находится в России, раз. Против него и так уже возбуждено несколько уголовных дел, два. И его отказ исключить карту Крыма из карты России, из этой интерактивной по просьбе Рифата Чубарова, ну, по всей видимости, имеет какие-то другие основания, нежели чем боязнь быть привлеченным к ответственности. Николай, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Из Крыма или России к нам можно дозвониться по этому номеру телефона. Доброе утро, говорите. Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин и все слушатели радио Кремляне на 648 килогерц и на 105,9 FM. Маленькая просьба все-таки сделать приложение, чтобы у вас было поудобнее брать с собой. Есть мобильное приложение. Илью Полозову огромное спасибо за все, что делает из-за его позиции. Великолепный человек. А у меня просто реплика на данную тему. Ну, смотрите, я согласен, что в общем плане, что как действует наша, так скажем, оппозиция неправильно действует, хотя бы надо было в документах указать, что просто эта территория оккупированная, и все, и вопросов бы не возникало бы. Но они делают великое дело даже для Украины с точки зрения того, Сергей Макрушин и уважаемые радиослушатели Кремляне, что они возбуждают против нашего негодяя главного вот эти протестные эти. Поэтому, на мой взгляд, то, что сейчас они делают и для Украины тоже великое дело. Ну а в общем плане я просто скажу, что тема Украины, тема оккупированного Крыма, это, я думаю, на десятилетие. Я надеюсь только на циничных людей, которые придут к нашей власти, которые это как-то решат по-другому, в том плане, что будет решаться выгодно-невыгодно. Ну а вам, кремляне, донбассляне, удачи и чистите оружие. Все, удачи вам. Спасибо за ваш звонок. Я хотел бы дополнить, что есть приложение, в котором можно и читать новости сайта Крым Реалии, и слушать радио Крым Реалии. Есть оно и для Android, и для Apple устройств. Ищите, да, в этих маркетах. Даже есть для Android TV приложение. Ну что же, я передаю реплику нашего слушателя Николаю Полозову, российскому адвокату, который с нами на связи. Николай, что можно ответить? Нет, но что касается действий, скажем так, российской оппозиции, в тех условиях, в которых они существуют, они делают все, что можно, тем более, что их лидер Алексей Навальный все-таки находится в колонии и является таким же политзаключенным, как и сотни других российских, украинских политзаключенных, которые страдают от путинского режима. Но важно понимать, что даже если оппозиция, выступая против Кремля, публикует карту Российской Федерации с Крымом как частью Российской Федерации, не указывая, что это временно оккупированная территория, или не исключая Крым из этой карты, то, ну, фактически получается, что оппозиция работает на кремлевский нарратив, что Крым является Российской Федерацией. И это, на мой взгляд, противоречит и нормам международного права, и позиции цивилизованного мира, и никоим образом не добавляет каких-либо очков самой оппозиции. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Полозов, российский адвокат. Мы продолжаем наш разговор, и к нашей беседе присоединяется Александр Рыклин, российский политический журналист. Александр, доброе утро. Доброе утро. Итак, говорим мы сегодня о том, почему же российской оппозиции так сложно дается ответ на крымский вопрос, и почему этот вопрос преследует российских оппозиционеров даже вот в самые критические моменты. Я еще раз напоминаю, что сейчас Алексей Навальный находится в колонии, содержится в жутких условиях, а тем более, да, как человек, поставленный на спецучет. Но вот даже сейчас, да, мы в эфире обсуждаем тему Крыма, потому что штаб Алексея Навального
опубликовал карту протестной активности, на которой Крым включен в границы Российской Федерации. Итак, Александр, почему российская оппозиция так сложно ищет и так долго ищет ответ на вопрос, чей же Крым? Нет, ну, смотрите, мне кажется, что вообще, потому что в первую очередь ответ, он на первый взгляд простой, но на самом деле, если дальше делать первый шаг, второй, третий, он становится все тяжелее и тяжелее. Ответ очевидный. Конечно, Крым, согласно всем международным договорам, территория Украины. Фактически, по факту, сейчас он оккупирован Россией. Поэтому говорить, чей сейчас Крым? Там стоят российские войска, действуют российские законы. Понятно, что все это незаконно. Но по факту-то это так, мы с этим должны каким-то образом считаться, как-то глупо это игнорировать вовсе, не признавая законность всего происходящего. Дальше там внутри российской оппозиции есть определенные расхождения не по факту аннексии Крыма, тут никаких расхождений нет, а по факту того, что будет происходить дальше с территорией Крыма. Для меня более-менее очевидно, что вообще для любой новой власти факт признание того, что Крым – это чужая территория, будет просто необходим даже не с точки зрения нравственности, а с точки зрения прагматики, потому что никакое мировое сообщество не будет относиться с доверием к любой новой российской власти, которая не признает очевидное. Любая новая российская власть должна будет запустить процесс передачи Крыма Украине. Это тяжелая история. Она не случится в 2-3 дня. Это не просто взять и подписать указ, дезавуировать все предыдущие законы по этому поводу. Нет, это же не так делается, правда? Это займет определенное время. Я в этом смысле совершенно согласен с вашим предыдущим слушателем. Да, это займет годы, наверное. Но факт того, что это необходимо сделать, совершенно очевиден. Совершенно очевиден, потому что никакого другого пропуска для России в мировое сообщество не существует. Что же касается вот этой истории с картой, дорогие мои украинцы, я бы не обращал такого большого внимания на это событие. Правда. Знаете почему? Потому что на самом деле команде Навального важно было показать, что в Крыму тоже существуют протестные настроения. И в этом смысле ведь все, кто отметится на этой карте, это же наши люди. Это же те, кто готовы выйти на митинг против действующей власти. Я понимаю болезненность этой темы. Я понимаю всю ее тяжесть и всю ее остроту. Но, тем не менее, я бы хотел призвать всех, на самом деле, как-то поспокойнее относиться ко всему этому, что не просто, конечно, учитывая все те обстоятельства, о которых вы уже говорили, и про то, что Навальный в тяжелейших условиях сейчас, и про то, что, в общем, оппозиция в России, конечно, разгромлена фактически. Конечно, разгромлена, и следующий шаг, я не знаю, подполье, как все это будет, это все очень сложно пока понимать. Но легальные действия оппозиции сегодня в России невозможны. Ни в каком поле, ни в поле какого-то взаимодействия с уже существующими институтами, участие в выборах, это все ерунда. Ни в каких выборах сегодня в России участвовать невозможно. Но даже и в той оппозиционной деятельности, которая велась до этого момента, уже тоже невозможно принимать участие, потому что это все пресекается на корню. Никакие заявки на митинги и шествия не согласовываются, любые пикеты немедленно разгоняются, никакие законы, даже действующие в этом смысле, не соблюдаются. Поэтому мы на пороге каких-то новых форм протестной деятельности, это совершенно очевидно. Спасибо вам за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Рыклин, российский политический журналист. Говорили мы сегодня об истории с публикацией карты на сайте «Свободу Навальному», где Крымский полуостров обозначен в границах Российской Федерации. И вот несколько комментариев я бы хотел зачитать, которые оставляют под нашей трансляцией в YouTube. Неоднократно написала слушательница под ником Наталья. Вот много раз она об этом писала.
написала, ну что ж, процитирую я в нашем эфире, карта политическая, а не географическая. Вот так нам пишут разное, да, выражают свое мнение. Вы тоже можете выражать свое мнение в комментариях под нашей трансляцией. Можете звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона 044 490 29 05 для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой Украины. Прошу прощения. К следующей теме нашего эфира переходим буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир и поговорим мы далее о российских артистах и санкциях за Крым. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя открыла уголовное дело против 23 российских артистов, которые 15 мая 2018 года выступали на открытии Керченского моста. Там также присутствовал президент России Владимир Путин. Звезд подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее. В Украине им грозит до 5 лет лишения свободы. Посмотрим, какую информацию собрали наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии». Для начала давайте вспомним торжественное открытие Керченского моста в 2018 году. В Украине возбудили уголовное дело против 23 участников концерта, который состоялся по этому факту. Среди звезд этих, 23 участников концерта, Дима Билан, Валерия, Дмитрий Харатьян и Зара. Всем инкриминируют незаконный въезд в аннексированный Крым и выезд из него. Заявление о преступлении написал Сергей Макренюк, участник Крымского Евромайдана, переселенец, юрист. В прошлом сотрудник Украинского министерства временно оккупированных территорий. Считает, что российские артисты могут сколько угодно повторять тезис о вне политики, они четко знают, на что идут. Ці артисти абсолютно чітко усвідомлюючи свою роль, свою пропагандистську роль, створюють наративи про те, що воєнного злочину не відбулося, про те, що Крим не окупований, що це є засади справедливості. Участь цих осіб у заходу в Криму в порушення порядку, встановленого Україною, є грубим порушенням, яке називається злочин. Украинские правоохранители мониторят ситуацию. За незаконное посещение территории Крыма в Украине российским артистам грозит до 5 лет лишения свободы, объясняет спикер прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Діденко. За процесуального керівництва прокуратури автономії було розпочате одне кримінальне провадження за фактом порушення порядку в'їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію півострова 23 російськими артистами. Буде встановлюватись причетність кожної конкретної особи до вчинення цього злочину та сформовано відповідну доказову базу. Потім їм вже буде повідомлено про підозру. Давайте посмотрим, кто из российских знаменитостей попал под следствие. Их имена взяты из реестра досудебных расследований. Итак, под следствием оказались Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Скляр, Алена Свиридова, Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Долина, Марина Ким, Наталья Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухина, Пелагея, Роман Пашков и Руслан Тагиев из группы «Градусы», Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Юлия Волкова. Журналисты обратились за комментарием к звездам. Яна Рудковская, продюсер Димы Билана, Юлианы Карауловой и группы «Градусы», написала, что не комментирует уголовное дело. Олег Газманов и Дмитрий Харатьян ответили так. Я, гражданин Российской Федерации, не вижу повода это комментировать. Крымский мост давно работает, а с вашим радио ничего общего. С инагентами не общаюсь. Рок-певица Ольга Кормухина прислала Крым Реалии в ответ на запрос голосовое сообщение. Давайте послушаем. Ребят, я же не психиатр, я диагнозы не ставлю, тем более их не комментирую. Сами подумайте, смешно просто даже внимание на это обращать нормальному человеку. Что же сдувать из этого, я не знаю. Пусть имели, твоя неделя. Бывшая телеведущая Первого канала Марина Ким, которая вела концерт на Керченском мосту, прокомментировала уголовное дело в своем телеграм-канале.
Почему только сейчас ребята опомнились и выступили с множественными уголовными делами за концерт, посвященный открытию Крымского моста? Это же было в 2018-м. Сколько воды с тех пор утекло? А бомбит их до сих пор. Что ж, хорошо, когда кто-то к тебе неравнодушен. Концерт был. Крым наш. Кроме крымской прокуратуры, о 23 российских знаменитостях, очевидно нарушивших государственную границу Украины, сообщили в СБУ и МІД, об'ясняє Сергій Макренюк. Далі ми чекаємо відповіді насправді від Служби безпеки України щодо пропозиції нашої про застосування санкцій. Ми чекаємо, що вони запропонують Раді національної безпеки і оборони застосувати санкції проти цих акторів. Від МЗС ми сьогодні очікуємо виключно їх активності в роботі з міжнародними партнерами, з міжнародним співтовариством щодо застосування санкцій. Крым-реалии спросили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, будет ли он инициировать международные санкции по отношению к российским звездам, выступившим на мосту. Глобально ініціатива «Кримська платформа», яку ми зараз ініціюємо, вона теж вписується в ці зусилля. Тому, безумовно, ми будемо взаємодіяти з нашими правоохоронними органами в цьому питанні для того, щоб досягнути максимального ефекту. Коли ми маємо юридичну кримінальну справу, докази, то нам тоді легше на міжнародному рівні теж просувати ці санкції. Есть еще одно уголовное дело, касающееся российских артистов. Репатриант, гражданин Израиля Дим Амор, обратился в Службу безопасности Украины. Заявил, что 59 звезд гастролировали в Крыму. Так они, по его мнению, способствовали насильной смене конституционного строя, посягали на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В Службе безопасности Украины ответили, что заявление приобщили к уголовному делу. Правда, по другой статье – нарушение порядка въезда на оккупированную территорию. Давайте послушаем адвоката Амора в Україні Олександра Августінова. Вони все-таки приєднали нашу заяву до матеріалів кримінального провадження, яке було сформовано ще в 2015 році. Однак це нас не влаштовує, оскільки незрозуміло, які обставини розслідуються в даному кримінальному провадженні. Адвокат обратился в Шевченковский районный суд в Киеве. Там обязали Службу безопасности Украины расследовать отдельное дело в отношении 59 российских артистов. В частности, Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой, Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Отримали ухвалу суду стосовно того, що у нас є можливість відкрити кримінальне провадження без згоди Служби безпеки України. Зірки, які були раніше заявлені, незаконно перебувають на території України, а саме на території Автономної Республіки Крим, порушують територіальну цілісність, що передбачено статтями 109 та 110 Кримінального кодексу України. Дим Амор ждет, когда в Украине введут персональные санкции за гастроли россиян в оккупированном Крыму. После этого он сможет обратиться в МВД и Министерство культуры Израиля, чтобы там запретили въезд и выступления российским звездам-нарушителям. К годовщине аннексии Амор провел акцию под посольством России в Тель-Авиве. Напротив диппредставительства развесили плакаты. Написали на английском «Воры», «7 лет войны», «7 лет оккупации» и «Россия оккупант». Прохожим раздали печенье в виде украинской карты с надписью «Россия украла Крым». Давайте послушаем с переводом, как это было. Мы раздаем печенье с символикой Украины. Ух ты! 7 лет назад Россия украла территорию Украины. Здесь находится посольство Российской Федерации. Мы напоминаем, что нельзя красть территорию чужой страны. Отлично, молодцы! А, это печенье. Да, печенье. Его можно сохранить, а можно съесть. Скажем так, цвета Украины мне нравятся. Желтый и синий – это прекрасно. Его, правда, можно есть такое красивое? Да. Это из России печенье? Нет, мы заказали его у девушки, которая приехала из Украины. Если из Украины, тогда хорошо. Вы молодцы. 7 лет назад Россия оккупировала территорию Крыма. Крым оккупировала? Да, Крым. Спасибо большое, я об этом знаю, я не ем сладкого. Как у вас дела? 7 лет назад Россия оккупировала территорию Крыма. Мы напротив посольства России. У меня 3 собаки. Ой, спасибо, какой кайф. То, что вы делаете, прекрасно. Я сфотографирую это для Фейсбука. Слава Украине!
Вот так происходила раздача печенья, но это, конечно, лучше видеть, да, вы это можете увидеть на YouTube-канале «Крым Реалии» и «Радио Свобода». О том, что протесты активистов не пустой звук, не понаслышке знает российский джазовый музыкант Игорь Бутман. В феврале 2020 года из-за протестов в Соединенных Штатах отменили несколько концертов Бутмана. Из первоначально запланированных в рамках турне выступлений 2 отменили в джазовых клубах The Promontory в Чикаго и Blue Llama Jazz Club в Эн-Арбор. Это произошло после того, как активисты провели переговоры с руководителями клубов, проинформировав их о политической позиции Бутмана. Игорь Бутман – это народный артист России, саксофонист, руководитель джазового квинтета своего имени. Он гражданин России и Соединенных Штатов, член партии и Высшего совета «Единой России». В марте 2014 года он оказался в числе деятелей российской культуры, которые подписали письмо к президенту России Владимиру Путину с поддержкой аннексии Крыма. Тогда, год назад, в эксклюзивном комментарии он рассказал, как реагирует на протесты, связанные с его выступлениями в Соединенных Штатах. Да у меня, честно говоря, такой особой позиции нет. Мне жалко людей, которые тратят драгоценное свое время на бесполезные действия. Одна организация называется, которая такая активная самая, это «Искусство против агрессии». Где здесь искусство, где агрессия, немножко перепутано. Я думаю, что если люди хотят как-то выразить свое мнение с помощью искусства против агрессии, то они должны делать концерты, выступать, творить, находить таланты. Эти таланты должны отстаивать с точки зрения, которой они не согласны. Искусством, а не криками около клуба, запугивание людей, которые идут на концерт. Люди, которые идут на концерт, имеют свое собственное мнение. Они читают, они умные люди, которые интересуются и политикой, и искусством. Они сделали свой выбор и пошли на мой концерт. Чего на них орать? Бутман также не видит ничего зазорного в своей деятельности после 2014 года. Ну, конечно, я считаю, что ничего неприемлемого я не сделал. Послушайте, у нас есть президент, которого выбрал народ, которому народ доверяет. Президент объяснил всему российскому народу, почему делаются какие-то определенные действия. Поэтому мы, понимая большую задачу руководства страны, любой, понимаем, что если нам что-то как-то объясняют, то это все должно быть правильно. Также у меня есть свой собственный ум, который мне подсказывает, что если люди в Крыму, в Термуэл, когда происходили всякие разные события в Украине или на Украине, в этот самый момент происходили демократические преобразования, демократический выбор людей Крыма, которые не захотели быть непонятной, в составе непонятной, представляющей политический какой-то хаос в Украине, и сделали свой выбор в пользу России. Это для меня это очевидно. Если вы считаете, что это там пропаганда, не пропаганда, что это вот так, что вот эти... Все это с разных сторон, у всех разное мнение. Мы также задали ему вопрос, повлияют ли протесты на дальнейшую политическую и творческую деятельность Бутмана. Давайте посмотрим, в чем заключается моя политическая деятельность и мое политическое, так сказать, участие в партии «Единая Россия». Вот как политик, где вы меня заметили? Вы меня заметили на съезде, вы меня заметили, так сказать, в рядах, когда я голосую за какие-то там вот фотографии выставлены. Да? Вот я политический деятель. В чем заключается моя политическая деятельность? Первое. Я делаю так, чтобы музыкальное искусство получило необходимое финансирование от государства, которое имеет на это возможности, имеет для этого структуры. Это самое главное. Я делаю так, чтобы звучала джазовая музыка. Вот моя политическая работа и моя политическая деятельность. Она связана только с музыкой, продвижением любимой мною музыки джаз. И моя самая основная политическая деятельность, чтобы эта музыка была представлена на всех уровнях, чтобы ее уважали, любили. Ее всегда гнобили в Советском Союзе. Ни на какие политические передачи я не хожу, ни к чему не призываю. Призываю только слушать хорошую музыку, творить добро для всех людей. Нет ни одного агрессивного какого-то выражения с моей точки зрения. Ну вот к вопросу о том, где можно было заметить Игоря Бутмана, например, в Коктебеле на фестивале Дмитрия Киселева можно было заметить Игоря Бутмана. Ну что ж, радио Крым Реалии, Сергей Макрушин и Андрей Гивко провели для вас этот эфир. Напомню, что утренние эфиры у нас начинаются теперь в 8 часов утра по крымскому времени. Вечерние эфиры ни в коем случае не пропускайте. В 18:00 будем смотреть его вместе с вами, а увидимся и услышимся в утреннем эфире следующего дня. Всего доброго, будьте здоровы.